Салимет себе, уважаемые зрители нашего подкаста. Мы продолжаем наш разговор о межэтническом согласии и толерантности. Межэтническое согласие – это состояние общества, в котором различные этнические группы живут в мире и гармонии, сотрудничают друг с другом ради общего блага. Это не означает, что все мы должны быть одинаковыми. Напротив, межэтническое согласие признает и уважает уникальность каждой культуры, каждого народа. Сегодня у нас в гостях председатель научно-экспертной группы Акмолинской ассамблеи народа Казахстана, заведующий кафедрой истории, географии и социально-гуманитарных дисциплин Кокшетауского университета имени Шуханова Алиханова, ассоциированный профессор, кандидат исторических наук Утеденов Марат Зинатович. Здравствуйте, Марат Зинатович. Приятно видеть вас в наших стенах. Марат Зинатович, я хотел бы начать наш разговор. Расскажите нам, пожалуйста, вы являетесь председателем научно-экспертной группы. Расскажите о ее деятельности, ее целях и задачах. Научно-экспертная группа при ассамблее. Мы занимаемся научным сопровождением, исследованием занимаемся. И, естественно, роль ассамблеи – это консолидация нашего общества. Поэтому мы также занимаемся разъяснениями послания президента, государственных программ, выезжаем в рабочие коллективы, работаем среди молодежи. Аудитория очень большая, начиная со школьников, школьниками работаем, разъясняем. И здесь очень много сейчас, конечно, по интернету доступной информации. Казахстан такая страна, в процессе национальной политики, нашей истории мы знаем, да, проводимой на территории Казахстана. В Казахстане проживает представители более 100 этносов. Естественно, это межконфессиональное отношение, межэтническое отношение, поэтому мы знаем, что по практике, из мировой истории знаем, что многие конфликты, многие недоразумения, они все именно имеют почву, имеют начало от межэтнических, межконфессиональных отношений. А я, как сказал, Казахстан на протяжении советского времени и до у нас сформировалось политическое население. Поэтому наша задача, у нас в составе историки, общественники, философы, социологи, проводим исследования, работаем в тесном контакте, работаем в условиях, работаем и выезжаем, как я сказал, уже по области, районы, города встречаемся. Мы предупреждаем различные возможные какие-то недопонимания, потому что на просторах интернета тоже очень много информации. Мы именно какие-то предупреждаем моменты межэтнических недоразумений. По истории, если взять, то очень много, например, исторических событий, они сейчас в интернетах освещаются, очень много сейчас исследуются материалы. Конечно, и там есть какие-то достоверные, недостоверные моменты. И мы сейчас с обретением независимости очень много исторических открытий, уже на какие-то моменты, на какие-то страницы истории нового открытия. И с новой парадигмой мы рассматриваем с новой точки зрения. И мы занимаемся разъяснительной работой в основном. Разъяснительной работой, потом проводим конкурсы здесь среди молодежи, разъясняем, работаем. И у нас при научно-экспертной группе создано сейчас молодежное крыло, получается, да. И наши коллеги тоже занимаются, Жастар ассамблея у нас, да, Жастар ассамблея с молодежным крылом тоже разъяснительная работа идет. Если сейчас посмотреть на международные отношения, оно, конечно, накаленные отношения, да, вызовов много сейчас в современной истории. Поэтому сейчас надо мы
с обществом работать, разъяснить работу, надо идти, мы должны разъяснять, что происходит, какие вот достижения государства, программу государства, направление государственного устройства нашего идет, тем более у нас это сложно, конечно, несмотря на то, что мы уже более 30 лет как объявили независимость, но мы, как я сказал уже, у нас представителей более 130 национальностей проживает. И, естественно, у нас идет сейчас с обретением независимости идет процесс нациостроительства. Этот процесс у нас идет, поэтому этот момент здесь мы должны, конечно, каждый должен внести свою лепту, каждый гражданин Казахстана, чтобы сохранить наш мир. И, естественно, из мировой истории видим, что очень много конфликтов все-таки из-за межэтнических основ происходит. Одной из основных причин войн. Поэтому особенно мы сейчас работаем с молодежью, потому что молодежи доступны вот именно развитием цифровых технологий. Сейчас очень много информации доступно. И среди информации может быть и негативная информация, да, непроверенная информация. И на идеологический фронт, например, скажем, да, интернет-пространство мы тоже должны занимать, должны выходить на интернет-пространство и работать, и непосредственно встречаться с молодежью, чтобы между ними было понимание, что этот наш мир сохранить, и все будущее зависит от нашей молодежи. Поэтому как мы сформируем, как мы воспитаем молодежь, от этого и зависит наше будущее. Да, Рахмет, Марат Занатович, очень хорошая беседа у нас происходит сейчас. Еще один вопрос я хотел узнать, какие вызовы стоят перед научной экспертной группой в сегодняшних реалиях? Ну, хотя вы уже часть, наверное, сказали, что вот век новых технологий, да, они диктуют новые подходы к решению определенных проблем. И планы на будущее, какие планы у научно-экспертной группы? Конечно, вот я до этого сказал, что идет процесс нациостроительства, и здесь мы должны все, конечно, участвовать, все участвуют в этом, но мы должны, конечно, здесь из мировых практик очень много, но мы же не можем прямо повторить пример другой страны, поэтому мы должны своим путем идти. Как драйвер. Да, своим путем. Вот ассамблея тоже вот уникальная, институт уникальная организация общественная, Казахстанский институт наш уникальный казахстанский. Например, перед научно-экспертной группой какие задачи перед нами стоят? Изучение истории этносов, это сближает историю. У нас уже несколько проектов, реализуются. Члены научно-экспертной группы Байману Газат Сидзина, у нее был проект по истории немцев в Казахстане. Капыш Вардах Каржан, что региональная особенность межэтнических отношений, вот у него тоже проект вот как раз завершился. У меня проект тоже такой формирование политического населения и процесс наследственности в Северном Казахстане. И мы все наши усилия, они направлены на исследование, формирование политического населения, особенностей и процесс наследственности, какие факторы влияют, внешние факторы, внутренние факторы. Мы это все должны анализировать, мониторить. Это как бы работа социологов, историков, общественников работа. Вот у нас такая работа перед нами стоит, изучение истории всех этносов, активно участвуем в конференциях, проводимых в стенах Дома дружбы. Это прошлый год, например, большая конференция. Татарская диаспора проводила большую конференцию. Этот год они Сабантуй планируют. Также вот ежегодно во всех мероприятиях совместно этнообъединениями участвуем мы в конференциях, обеспечиваем научное сопровождение, с молодежью встречаемся, и выпуски, я думаю, выпуски подкастов, интервью, встречи с молодежью, выезды в районные центры. Вот наш план на этот год, тем более в этом году мы более активно будем работать, 30-летие создания Ассамблеи народа Казахстана. Поэтому предстоит много
задач много. И на примере мы должны вот идти, как, например, нация стресса к чему должна привести, это как мы должны единой нацией должны стать, казахстанцами, которые уважают свою историю, которые берегут свое государство. Поэтому, как мировая практика показывает, во Франции, например, живут не только французы, например, французами себя считают выходцы из Африки, например, да, из многих стран себя французами считают. То же самое здесь, например, у нас представители многих этносов, и они себя должны считать казахстанцами. За рубежом нас встречают по-синему, по нашему, да, бирюзовому паспорту, поэтому здесь у нас должно быть понимание. И мы все дружбы и согласия должны построить наше светлое будущее. Потому что, конечно, как смотрим, непонимания много, и мы должны в первую очередь стеречь нашу молодежь от различных вот таких вот течений, вызовов. Спасибо, Марат Зинатович, за содержательный и важный разговор. Уверен, что наши зрители получили много полезной информации и о том, как каждый из нас может способствовать укреплению межэтнического согласия. Призываем всех к толерантности, к уважению друг к другу. И наш подкаст на сегодня завершен. Спасибо за встречу и до новых встреч.